При всей своей страстности армянская песня целомудренна, при всей своей пламенности сдержана в выражениях. Это поэзия по-восточному цветистая, по-западному мудрая, знающая скорбь без отчаяния, страсть без исступлений, восторг чуждой безудержности. Так охарактеризовал армянскую народную песню Валерий Брюсов, впервые познакомившийся с ней в начале нашего века. Собиранию угольков армянского песенного творчества, порой еле тлеющих в памяти, к сожалению, уже немногочисленных людей, живущих в самых отдаленных горных деревушках, посвятили себя участники ансамбля старинной народной песни. Село, мирно приютившееся на склоне горы, будто плывет в густой синеве неба. И вместе с ним плывет над миром песня, далекая, манящая. А из песни, как из тумана, выплывают картины давно прошедших дней. В середине лета, когда земля изнывает от жары и раскаленный огненный шар солнца неподвижно висит над полями, в середине лета, когда земля, потрескавшаяся от жажды, просит хоть каплю дождя, в армянских селах начинается вартавар. Эта песня одна из самых древних. Ее пели наши далекие предки, которые наивно полагали, что достаточно одну из своих подруг одеть в белое платье Нары, богини дождя и плодородия, провести ее с песнями и плясками по улицам села, обливая водой и задабривая всевозможными подарками, чтобы небо прислушалось к их просьбам и исполнило их. Narin narin egere shale shabig hakere narin narin inch guzis Կտան կովոց եղգուզիմ չահավ ու ցավ գիտկուզիմ Էրգան խուտան բերգուզիմ ամբեր ու ծանձեր գուզիմ Վրներ ու զաստամազի անձրևիշնի վրծզի Ախնինա ջանինա հանիգնինա ռենինա ջանիգնինա ռենինա Վերջը դրնազի դապա օդմեն կոտրիքիս նակա Հանիգնինա ռենինա ջանիգնինա ռենինա Գինի գինի գինստան քուրիկ մունիմ շարստան մալիկ հերվի շարող է նախշուն շաբգի կարող է Ախնինա ջանինա հանիգնինա ռենինա ջանիգնինա ռենինա Վերջը դրնազի դապա օդմեն կոտրիքիս նակա Հանիգնինա ռենինա ջանիգնինա ռենինա Հանիգնինա ռենինա ջանիգնինա ռենինա
Основу армянского народного песенного творчества составляют трудовые песни. Или песни, так или иначе связанные с процессом труда и его плодами. В них сосредоточено все мироощущение крестьянина. Ведь земля, труд, урожай, любовь и сама песня – это в конечном итоге и вся его жизнь. И неудивительно, что крестьянин пел самозабвенно, как трудился, и трудился с упоением, будто творил песню. Базарган пришел из далеких стран. Шелка привез невестам, парчу и злато. Купец пришел из дальних стран. Браслеты привез и перстни из агата. Купец пришел из дальних стран. И, наконец, наступает ночь перед свадьбой. Подружки окружают невесту, наряжают ее, поют ей песни всю ночь до утра.
А жениха окружают дружки и тоже наряжают в свадебный наряд и поют до утра ему песни. Мы провели с ансамблем 10 удивительных дней в городах и селах Армении. И, конечно, мы увидели и услышали не все. Ведь только в нотописи и магнитофонных записях ансамбля более 600 старинных песен и плясок различных районов Армении. А сколько еще прекрасных песен и плясок бытует в наших отдаленных горных селах, которые еще никем не собраны, не изучены, которые не стали еще достоянием народа.